Дмитрий Зурабович, рада приветствовать вас снова в нашей студии. Я думаю, что сейчас у нас состоится такой диалог по душам своего рода по прошествии выборов, которые имели место быть чуть меньше недели назад. И с чем, в принципе, я вас поздравляю, что они состоялись, и они прошли достаточно успешно в правовом русле, как кажется мне, как, в принципе, я думаю, вы подтвердите, либо дадите свою оценку. На мой взгляд, наблюдается определенная стагнация в системе выборов. По прошествии 2 туров, анализируя выборный процесс не только нынешнего года, но и предыдущих, какие, на ваш взгляд, следует внести поправки в закон о выборах президента нашей страны? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Хотелось бы поблагодарить народ Абхазии за проявленное терпение, за уважение друг к другу. Дело в том, что выборный процесс, как вы отметили, был очень сложный, напряженный, потому что это были досрочные выборы. И окружные участковые комиссии, они максимально выложились, все, что возможно было сделать для того, чтобы выборы провести честно и чисто. Они полностью, максимально свой ресурс задействовали. Поэтому отдельно им спасибо хотелось бы сказать, искреннее спасибо. Также правоохранительные органы, они максимально поддерживали общественный порядок, и для того, чтобы у нас были условия проведения выборов. Что касается населения, они, конечно, были взволнованы тем, что происходили на местах беспорядки, но они были вовремя взяты под контроль, и процесс выборный мы не дали сорвать. Дело в том, что выборы должны были состояться вне зависимости от того, кого изберет наш народ. Они должны были состояться, потому что на зрелость общества и государства ориентиром являются выборы главы государства. Если народ не в состоянии выбрать главу государства, значит, политическая зрелость пока еще она сырая. Поэтому я думаю, что мы этот этап прошли достойно. И надеюсь, что будем извлекать уроки из пройденного пути. Что касается выборного законодательства, мы должны понимать, что есть нормы, которые нужно менять. И во взаимодействии с парламентом, я очень надеюсь, те пробелы, которые есть у нас в законодательстве, они будут устранены. Например, органы государственной власти, они не должны заниматься агитационной деятельностью. Это в законе прописано. Но кто туда входит? Руководители, должностные лица. Об этом конкретики в законе нет. Я бы предложил внести изменения. Это прерогатива парламента, ЦИК к этому отношения не имеет, но в качестве рекомендации. Если органы государственной власти хотят заниматься агитацией, мы практически полстраны отправили в отпуск. То есть человек в отпуску, он может заниматься. Но дело в том, что он не перестает быть должностным лицом. Они перестают заниматься основной своей деятельностью на своих местах и, уходя в отпуск, занимаются агитацией. Но если в законе прописать, что те должностные лица, которые хотят агитацией заниматься, они должны быть освобождены от должности, тогда уже и населению будет понятно, что человек уже не будет возвращаться на эту работу и занимается политикой напрямую в пользу того или иного кандидата. Это одно из поправок, которые бы мы предложили бы парламенту. Но из этого вытекает следующий вопрос части нашего общества. Как все мы наблюдаем, новый избранный президент Бадра Зурабович приступил к своим прямым обязанностям ИО президента нашей страны. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Это вполне законное явление, потому что на период предвыборной кампании кандидат в президенты, зарегистрированный в ЦИКе, он освобождается от своей работы. Не от должности, а от работы. Это прописано в Конституционном законе о выборах президента. Поэтому, следовательно, после того, как он был избран, он вернулся на свою прежнюю работу в качестве исполняющего обязанности президента. Соответственно, правовые нормы были соблюдены полностью. Ну, здесь нет сомнений, конечно.
Дмитрий Зурабович, как вы сказали ранее, за период выборного процесса мы наблюдали ряд правонарушений. Как вы можете прокомментировать работу силовых структур в этот период времени? Правоохранительные органы, они работали своевременно, четко и слаженно. Поэтому на всех участках практически были закреплены силовые структуры, вот, и оперативно реагировали на те или иные нарушения общественного порядка. Это справедливости ради надо отметить работу руководителей правоохранительных органов. Они постоянно были на связи и оперативно реагировали на те случаи, которые имели место быть. Существует такое понятие, как политическая культура. Какую вы можете дать оценку по уровню политической культуры нашего общества? И как политическая культура влияет вообще на развитие демократического общества в целом? Ну, что касается политической культуры, есть определенные, конечно, сложности в обществе, потому что когда граждане поддерживают того или иного кандидата, у нас было их 5 человек в первом туре, во втором, соответственно, осталось 2. Вот. Эмоционально поддерживая того или иного кандидата, были, конечно, шероховатости в поведении наших граждан. Вот. И та политкорректность, которая должна была соблюдаться, наверное, эту красную черту иногда наши граждане переходили, тем более, когда у нас есть возможность доступа через интернет ко всем информационным ресурсам, вот, которые, на мой взгляд, не соответствуют нашему менталитету, и начинаем мы пользоваться этими ресурсами, и разного рода сплетни начинаем там обсуждать. Вот. Если люди хотят сделать какой-то пост, они могут, в принципе, опубликовать его, но те комментарии, которые друг на друга стороны поливали грязью, ну, от такого рода предвыборных речей надо уходить, потому что оно нас не красит в целом. Вот. Поэтому я думаю, что те технологии, которые задействованы были, если вообще систему интернета в этом отношении в период предвыборной кампании отключить, чтобы не было доступа к этим ресурсам, тогда, я думаю, мы могли бы избежать вот эти все катаклизмы, которые происходят. Я понимаю, что в период глобализации это трудно будет сделать, но я думаю, что если плюсы и минусы сложить, то это будет оправданный шаг. А роль цензуры, например, в этом контексте, вот насколько важна? И все-таки вы, как сказали выше, и, как я это поняла, все-таки политкорректность нашего населения немножечко не соответствует демократическим нормам. Это так? Дело в том, что мы должны соблюдать не просто демократические нормы. В наших традициях, обычаях все заложено там. Вот. Мы просто должны оставаться абхазами, титульной нацией. Вот. Этого будет вполне достаточно. Там и демократия, и все остальные нормы, они там в совокупности, все там содержится. Надо просто оставаться, быть государственно образующей нацией, и не более того. А вот если заглянуть немного в будущее, какими вы видите выборы в будущем в нашей стране? Может быть, стоит перенять у других стран своего рода алгоритм действий, каких-то шаблонов для более корректных демократических выборов? Как вы считаете? Дело в том, что у нас по традициям много вопросов, вопросы войны и мира, вопросы тех личностей, которые управляли страной. Это и в XIX веке вот так было. 1200 лет абхазской государственности заключалось в том, что мы были и оставались хозяевами своей земли благодаря тому, что государственно образующая нация, она собиралась на таких полянах, как Лыхны, Моква, и путем народных сходов обсуждали все вопросы, которые должны были носить государственный характер. И путем того, что люди на собраниях, да, сход это есть собрание народа, вот, обсуждали все эти вопросы, то есть все необходимые вещи и корректировки вносились именно на народных сходах. И пульс народа прочувствовать, когда
вот тысячами, десятки тысяч людей собираются, и ты с ними напрямую общаешься, тогда и народу будут понятны твои взгляды, и сам лидер, который путем такого выдвижения будет обозначаться. Если будут объединяться вокруг государственно образующей нации люди, которые хотят управлять страной, тогда вот и само выдвижение кандидатов, если через народный сход будет происходить, тогда это будет намного спокойнее проходить, потому что сегодня у нас по закону 10 человек могут выдвинуть кандидатуру президента. Кандидатуру на пост президента 10 человек могут выдвигать. Ну, соответственно, когда закон позволяет 10 человек собраться, выдвинуть кандидатуру, о какой может здесь быть речи о том, что этот человек будет пользоваться авторитетом. Поэтому само выдвижение через народные сходы, если будут проходить, через собрание, вот, тогда уже можно говорить о том, что эти люди реально будут пользоваться авторитетом. И все остальные, весь многонациональный народ в этом может принимать активно в этом отношении участие. С ваших слов я понимаю, что, скорее всего, не хватает диалога между народом и кандидатами, да? Да, совершенно верно. Надо чаще общаться. Вот давайте сейчас немножечко акцентируем наше внимание на работу Центральной избирательной комиссии, на внутреннюю систему. И хотелось бы задать такой вопрос. На ваш взгляд, члены ЦИКа, насколько были объективны в принятии решений? Да, Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов комиссии, которые избираются большинством в парламенте. Вот. И дело в том, что каждый из них, он равен друг перед другом, вот, и имеет по одному голосу. Вот. Что касается принятия решений, у нас подход был выверенный, несмотря на разные политические взгляды. Члены Центральной избирательной комиссии подходили к работе объективно, вот, и нейтрально. Потому что если Центральная избирательная комиссия будет поддерживать чью-либо сторону, тем более публично, мы здесь все на ладони видно, как кто работает, тогда и доверие к Центральной избирательной комиссии, оно будет подорвано. Соответственно, и окружные, участковые комиссии потом будут от этого страдать, потому что вертикаль власти, она не должна нарушаться. Поэтому практически все решения, которые мы принимали, да, мы бурно обсуждали, но практически единогласно 15 членов комиссии приходили к выводу, что вот такое правило надо принимать. Даже сам факт того, что итоги выборов президента Республики Абхазия мы единогласно утвердили. Вот, 1 марта прошли выборы, и 3 числа мы итоговое заключение приняли единогласно, несмотря на то, что были разные взгляды, но учитывая то обстоятельство, что большинством голосов был избран Гумба Бадра Зурабович, вот, за это решение единогласно ЦИК проголосовал. Я считаю, что это работа Центральной избирательной комиссии, она была в этом отношении честной и справедливой. Парламент – это законодательная власть. И как вы считаете, были ли какие-либо, на ваш взгляд, упущения и недоработки в законе о выборах? Дело в том, что те правила, которыми руководствуется Центральная избирательная комиссия, эти правила принимаются парламентом. То есть парламент принимает законы, парламент вносит изменения. Были наши рекомендации, которые в первом чтении прошли в прошлом году, вот, но до конца они не были доведены. Например, одно из таких предложений было, что все судебные решения, чтобы заканчивались до инаугурации избранного президента. Потому что у нас в практике было, что в 2019 году были выборы, и после того, как инаугурация прошла, были судебные споры, и в результате которого решение ЦИКа было аннулировано. Вот.
Соответственно, мы предложили, чтобы все вот эти споры были завершены, судебные споры, чтобы они завершались до инаугурации, потому что после инаугурации президент уже приступает к своим полномочиям, и он должен выполнять свои обязанности. Если есть претензии, уже как к президенту, чтобы они были, вот, но не к выборам. Вот, поэтому были еще предложения, чтобы графу против всех упорядочить. Наше предложение было, что заключалось в том, что если графа набирает большинство голосов, назначить, значит, новые повторные выборы, так как ни один из кандидатов не был избран. Считаю эту норму и предложение справедливым, потому что если большинство голосов говорят, что данные кандидаты, которые выставили свою кандидатуру, не достойны на данный момент возглавлять пост главы государства, тогда надо назначать новые выборы. Сегодня эта графа, она практически не имеет смысловую нагрузку. Другое дело, что во втором туре эта графа, она остается, и так как я ранее говорил, 50+1 нужно набирать для того, чтобы избранный президент был легитимным. Сейчас немножко о наболевшем, и для меня в том числе. Ни для кого не секрет, что за весь период выборного процесса было много замечаний в адрес СМИ и в адрес непосредственно представителей государственного канала. Хотелось бы все-таки услышать ваше мнение и вашу оценку по работе СМИ за этот период и как вы считаете, насколько было эффективно преподнесено представителями наших СМИ, государственных каналов, журналистов, насколько работа была проведена объективно, качественно и оперативно. Быть может, есть какие-то с вашей стороны пожелания в дальнейшем для работы в аналогичных процессах? Во-первых, хотелось бы отметить, что АГТРК, государственный канал, четко отработал предвыборную кампанию, потому что в законе прописано о том, что равный доступ к кандидатам нужно обеспечить. Да? ЦИК, вот, Центральная избирательная комиссия контролирует равный доступ к кандидатам к телевидению. А что касается этого равного доступа, максимально абхазское телевидение оно выдержало этот регламент. Видно было, что ни одному кандидату не было никаких привилегий, созданных на абхазском телевидении. Те же предвыборные ролики, количество их и качество, телефильмы, интервью, все в равном количестве было кандидатам предоставлено. Что касается дебатов, здесь я думаю, что, учитывая, что опять-таки этот регламент должен соблюдаться равного доступа, то я бы порекомендовал нашим уважаемым журналистам, чтобы то эфирное время, которое кандидатам выдается, чтобы они могли равномерно распределять, потому что один кандидат может отвечать на вопросы лаконично, более растянуто, скажем, да, другой по времени будет ограничен. Поэтому вот в этом не перебивать кандидатов, а как только завершает ответ свой, чтобы очередность была соблюдена. А так в целом и руководство, и все те, кто был задействован в данном процессе, они, я думаю, что отработали сполна, и хотел бы подчеркнуть, что максимальный доступ равный, он был, еще раз говорю, это самый главный принцип, он был обеспечен именно в абхазском телевидении. Соответственно, формат дебатов вы все же рекомендуете немного изменить, да? Я думаю, профессионалам надо эту часть работы предоставить, чтобы они сами этот формат распределяли, но с принципом поддержки равного доступа к телевидению. Давайте порассуждаем немного о роли международных наблюдателей. Как вы можете оценить целесообразность их привлечения и возможное перспективное сотрудничество и лоббирование, быть может, интересов нашей страны посредством работы с наблюдателями? Мы в этом направлении должны развиваться, потому что более 30 стран было представлено здесь и в первом туре, и во втором туре. И раньше международные наблюдатели были привлечены с момента
признание суверенитета и независимости Республики Абхазия с 2008 года, особенно это нас начало наращивать. Я думаю, что в этом отношении мы должны развиваться для того, чтобы чем больше к нам экспертов сюда приезжают, у них, возможно, есть свои определенные соображения там, да, по наблюдению, но мы должны быть открыты для того, чтобы весь мир видел, как мы проводим выборы. Конечно, есть шероховатости в выборном законодательстве и в практике тоже, это никто не отрицает, но поверьте мне, исходя из практики выборов других стран, я думаю, что наряду с теми эффективными выборными процессами, наряду с самыми эффективными стоим. Потому что ту оценку, которую давали международные наблюдатели, я думаю, что на них нужно опираться, все-таки у них опыт большой. И то экспертное сообщество, которое было здесь, они, вы видели, оценили по достоинству и плюсы, и минусы, которые были, на их взгляд, актуальными. Поэтому и для признания, дальнейшего развития признания Республики Абхазия в качестве независимого государства, я думаю, что это тоже один из тех принципов, критериев, которые будет браться в пример для того, чтобы те страны, которых они представляют, чтобы делали в этом отношении позитивное решение по поводу признания. То предназначение, которое Всевышним послано для воплощения абхазского народа, мы должны ее сохранить для того, чтобы приумножить культуру разных народов в этом мире. Поэтому в этом отношении мы должны все делать для того, чтобы, когда мы встречаемся с коллегами, когда мы встречаемся с гостями, когда мы проводим межгосударственные встречи, наши друзья должны чувствовать, что они на равных разговаривают со своими коллегами. Для того, чтобы с нами считались, мы должны вести себя достойно, корректно и быть хозяевами своего положения. Нынешний выборный процесс был достаточно сложным. Что для вас было самым таким неподъемным, можно так сказать? И какой отпечаток наложил этот процесс на вашу профессиональную деятельность? Может быть, если вот в контексте опыта, может быть, вы можете озвучить какие-то впечатления, эмоции, которые вас затронули больше всего? Дело в том, что Центральная избирательная комиссия является тем органом, который проводит выборы главы государства, президента Республики Абхазия, выборы в Народное собрание, парламент Республики Абхазия. Также мы проводим референдумы. Весь блок политических прав воплощается через Центральную избирательную комиссию. То есть выборный процесс. Когда мы говорим о том, что народовластие, что граждане, народ является единственным источником власти, вот этот единственный источник власти, он проходит легитимность свою через Центральную избирательную комиссию. И Центральная избирательная комиссия во главе с председателем, они должны быть максимально объективными, максимально нейтральными и не поддаваться ни на какие давления, которые могут оказывать на Центральную избирательную комиссию. И мы в данном случае пресекали все те моменты, которые происходили вокруг Центральной избирательной комиссии, так как старались максимально быть нейтральными, потому что если не будет сохраняться нейтралитет, тогда и доверие будет подрываться к этому органу, и, соответственно, легитимность будет нарушена. Поэтому я и мои коллеги, я думаю, что мы достойно этот период прошли, тем более, что они доверие к председателю единогласно перед выборами еще раз выразили. Поэтому я надеюсь, что я лично как председатель их не подвел, и им огромное спасибо за то, что они все это время чисто и честно подошли к своей работе. Спасибо за ответ. Но вот сейчас вы высказали свою позицию в качестве чиновника. Но я хотела бы, чтобы вы все-таки озвучили свое мнение как гражданин нашей страны, положа руку на сердце. Как все-таки вы расцениваете
наши последние выборы, насколько все было проведено в правовом поле, соблюдены ли были все те нюансы и необходимые меры, которые должны соответствовать демократическому обществу. Дело в том, что я как гражданин, такой же избиратель, как и все остальные, у меня тоже есть один голос. Вот. Единственное, что если свободный гражданин, он может заниматься предвыборной агитацией, то члены Центральной избирательной комиссии, вы говорите, как чиновник отвечаешь, а я как чиновник должен отвечать, потому что на мне та ответственность, которую вы можете не испытывать, а я, раз возложили на меня такие обязанности, я должен это нести и нести достойно. Поэтому точно могу сказать, что и Центральная комиссия, и окружная комиссия, и участковые комиссии, вы видели, они максимально с отдачей работали для того, чтобы не подвести и кандидатов, и народ, за которому они служат, практически та общественная нагрузка бесплатно, которую они проводили, да, они с честью выстояли. Даже тот инцидент, который произошел в Цандрыпше, вот, после того, как зашли туда люди в масках и вооруженные, те женщины, те члены участковой комиссии, они, конечно, были в шоке, но они быстро собрались, вернулись и продолжили выборный процесс. Это говорит о том, что несмотря на шероховатости, которые происходили, они честно и чисто служили своему народу и своему отечеству. Поэтому те вещи, которые происходили, они впредь не должны происходить. И мы должны извлекать уроки, и зрелость народа и государства заключается в том, что могут ли они проводить выборы и могут ли они сами избирать своего главу государства. Если народ не состоялся как государство, тогда и выборы не смогут проводить. Но, слава богу, мы этот этап прошли, потому что, еще раз говорю, была досрочная отставка президента и были назначены досрочные выборы. Вот. Когда эти вопросы досрочно решаются, тогда эта нагрузка, она удваивается. Поэтому, несмотря на процессы, которые происходили у нас в стране, мы должны справедливости ради сказать, что все подразделения комиссии, они отработали положительно, качественно, и я думаю, что народ тоже видел, что они максимально чисто делают свою работу. Исходя из ваших слов, я могу сказать, что, скорее всего, наше общество идет по правильному пути и является политически зрелым. Так? Вы можете В целом, да. Еще раз повторяю, что есть шероховатости, которые нужно исправлять. Вот. Но для этого люди должны понимать, что даже когда эмоции берут верх над самообладанием, что здравый смысл, холодный рассудок должен брать вверх. Вот. Так как за нас никто не сможет наши проблемы решить. Эти проблемы, которые стоят перед обществом и государством, мы должны решать сами. Если мы являемся государственно-образующей нацией, мы должны эти вопросы сами решать, без вмешательства извне. Поэтому, если мы говорим о том, что мы суверенны, мы независимы, мы и ответственность эту должны сполна понимать и нести эту ответственность до конца. И по окончании нашей беседы хотелось бы услышать от вас слова пожелания избранному президенту нашей страны Бадре Зурабовичу Гумба. Гумба Бадре Зурабовичу я пожелаю политической стабильности в обществе, объединения народа, так как те вопросы, которые стояли перед предыдущим президентом, те вопросы, которые накопились, их надо решать. Я уверен в том, что избранный глава государства с этой задачей справится. У нас очень много ребят, профессионалов, которые могли бы принести пользу для своей страны. И я уверен в том, что его мудрый взгляд сможет по достоинству оценить этих людей, взять в команду и вне зависимости от политических взглядов взять команду и принести пользу максимально во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому в этом отношении я желаю удачи искренне ему. У него есть хороший шанс для того, чтобы
все выпрямить и сделать рывок вперед в качестве независимого суверенного государства. Благодарю вас, Дмитрий Зурабович, за то, что вы приняли приглашение и за такую емкую, интересную беседу. Спасибо еще раз. Вам спасибо.